Обзор чрезвычайных происшествий на Якутия-24. В студии Александр Зубехин. Здравствуйте. Сильный пожар произошел в частном доме на улице Магистральная в поселке Нижний Куранах Алданского района. Один человек погиб, есть пострадавший. Огонь повредил дом и пристрой по всей площади. Еще 4 жильцов пожарным удалось спасти. Украл, чтобы согреться. В дежурную часть полиции поступило сообщение о краже женской дубленки от продавца из магазина Якутска. В то время, когда продавец обслуживала покупателей, неизвестный украл ее дубленку, которая лежала на подоконнике. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 37-летний безработный уроженец Московской области. Мужчина объяснил, что совершил кражу из-за холода. Он замерз на улице без верхней одежды. Узнал, что такое плохо. В Нерюнгринскую полицию на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале станции Беркакит находится молодой человек, привлекший внимание неадекватным поведением. Сотрудники полиции установили, что 16-летний школьник в здании вокзала нюхал неизвестную жидкость в пакете, в результате чего ему стало плохо. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что подросток воспитывается в неблагополучной семье, воспитанием должным образом не занимается. Он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение административных правонарушений, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении матери подростка сотрудниками транспортной полиции составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Информация о правонарушении направлена в заинтересованные ведомства. С подростком и его одноклассниками транспортными полицейскими проведены профилактические беседы. Они добывали металл. В полиции Аймяконского района завершено расследование уголовного дела в отношении 5 лиц в составе организованной группы. В ходе предварительного следствия установлено, что уроженец Иркутской области привлек к незаконной добыче золота еще 4 человек. В результате оперативно-розыскных мероприятий на участке горного ручья в самодельном промывочном приборе было обнаружено золото, а также изъят полиэтиленовый пакет с крупицами металла желтого цвета, общим весом более килограмма. Уголовное дело в отношении участников организованной группы направлено в суд для рассмотрения по существу. Наркотик для личного пользования. В ходе реализации оперативной информации полиция Амгинского района задержала ранее судимого 26-летнего уроженца Хангаласского района. Мужчина подозревается в незаконном хранении и приобретении наркотических средств. При личном досмотре гражданина сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотическое средство «Спайс» весом 1,6 грамма. По его словам, вещество он купил для личного пользования. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Искал туалетную воду. В полицию по Татинскому району обратилась женщина с заявлением о краже. В отсутствие хозяйки неизвестный проник в дом и совершил кражу. Установлен подозреваемый, которым оказался ранее судимый 31-летний мужчина. Установлено, что подозреваемый проник в дом потерпевшей, взломав замок входной двери. Мужчина целенаправленно искал спиртные напитки, но не найдя их, похитил туалетную воду. По словам подозреваемого, похищенный хотел выпить вместо алкоголя. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Спасена жизнь человека. Драма в объективе видеокамеры. Согласно сообщению нерюнгринских соцсетей, случай произошел на улице Дружбы народов в городе Нерюнгри. Молодой человек попытался выпрыгнуть из окна. Благодаря оперативной работе спецслужб трагедии удалось избежать. Противоправные действия. С таким заявлением в полицию Омегина-Кангаласского района обратился местный житель. Установлено, что мужчина был в гостях, где они с приятелем распивали спиртные напитки. Вскоре возник конфликт, и мужчина ушел домой. Однако, к несчастью, вернулся за забытой курткой, в кармане которой оставил сотовый телефон. Оказалось, телефон пропал. Потерпевший уличил одного из присутствующих в краже и попытался сам решить ситуацию. Но подозреваемый не захотел отдавать похищенное. Дело закончилось дракой. Участковые уполномоченные полиции оперативно задержали подозреваемого. В содеянном мужчина признался.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», а также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Магазин на колесах. Якутск. Участковыми первого отдела полиции выявлен факт незаконной продажи алкоголя возле одного из жилых домов по улице Широких Полянских. Прямо из салона автомобиля бутлегера было изъято около 4 литров алкогольной продукции. В отношении него составлен административный протокол по статье 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В Булунском районе сотрудниками полиции задержана подозреваемая в квартирной краже. Женщина уже имеет судимость. Установлено, что потерпевший пригласил к себе в гости друга, который привел злополучную гостью. Компания весь вечер распивала алкогольные напитки. Когда гости разошлись, хозяин квартиры решил выйти в ближайший магазин. Кража бюджетных денег. Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы Селянякского национального наслега. Следствием установлено, что в 2013 году глава наслега, зная о наличии в бюджете денег, выделенных на ремонт внутрипоселковых дорог, решил их присвоить. Для этого он вместе со знакомым предпринимателем составил фиктивные документы о ремонте дорог в селе Сайылык. Фактически работы исполнены не были. На основании представленных документов в централизованной бухгалтерии на расчетный счет индивидуального предпринимателя были перечислены денежные средства, которые затем переданы главе. Часть из них в размере 190 тысяч рублей обвиняемый потратил на личные нужды. В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях и в полном объеме возместил причиненный бюджету наслега ущерб. 19 марта с утвержденным обвинителем заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Следует отметить, что это не единичный эпизод преступной деятельности обвиняемого. Ранее, в 2016 году, приговором Усердского районного суда он признан виновным в совершении аналогичного преступления. И ему был назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Это все происшествия к этому часу. Будьте осторожны.